Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Ильфат Хамзиевич. Я доцент кафедры математики и статистики Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. Представляем вашему вниманию вступительные испытания по основам математики и математического анализа. Как проходит вступительные испытания? Форма сдачи дистанционная. В виде тестирования будет. Количество тестовых вопросов 25. На прохождение теста дается 60 минут, 1 час. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья время прохождения теста увеличивается до 1,5 часов. Но для этого нужно иметь соответствующий подтверждающий документ. И главный момент, дается только одна попытка. Вот будьте внимательны. Из каких заданий состоят? Это вот основа математики и основа математического анализа. Минимальное количество баллов 40, а максимальное количество баллов, которые можно набрать, это 100. Как будет проходить дистанционная форма сдачи? Сначала вы заходите в систему, заходите через свой логин и временный пароль. Временный пароль вы должны были получить к этому моменту на электронную почту. Если письма нет соответствующего, проверяйте папку спам. Бывает так, что письмо попадает в спам, и вы не видите. Вот, внимательно проверяйте. Далее, после первого входа вы должны заменить пароль. То есть временным паролем вы заходите первый раз, а потом задаете свой пароль. И последующие входы в учетную запись только по своему паролю уже. Далее, перед каждым экзаменом нужно фотографироваться и прикрепить цветное фото, где должно быть видно ваше лицо и главный разворот паспорта, то есть страница, где указана фотография и фамилия, имя, отчество. То есть все должно быть читабельным. То есть нужно аккуратно делать фотографию. Можете закрывать, даже нужно закрывать номера, серии номера паспорта, нужно только вот ФИО и фотографии. Ну и, соответственно, ваше лицо должно быть. Время на прохождение экзамена ограничено, только одна попытка. Вот, будьте внимательны. Где можно посмотреть расписание вступительных испытаний? Вот заходите на сайт приемной комиссии abitur.bspu.ru, переходите во вкладку «Бакалавриат и специалитет», и там в списке находите расписание консультаций и вступительных испытаний бакалавриата и специалитета на 22-23 учебный год. И если открываете этот файл, вы увидите вот следующее расписание. Вот, например, по математике, по основам математики и матанализа экзамены идут в несколько этапов. Все зависит от того, в какой поток вы подавали документ. Также здесь указано время, основное время и время резервов. То есть по какой-то причине, если вы не сможете присутствовать в основную волну. Ну, причина должна быть уважительной. Теперь, как готовиться? Вы можете ознакомиться с программой вступительных испытаний. Для этого вы должны войти в сайт приемной компании abitur.bspu.ru, переходите во вкладку «Бакалавриат и специалитет» и там выбираете программу вступительных испытаний «Основы математики и математического анализа» на базе СПО. Если вы откроете этот файл, увидите вот следующие страницы. Тут указано требования к компьютеру, то есть техническая составляющая и структура заданий. Вот какие разделы будут, какие конкретные задачи вас будут ожидать на вступительных испытаниях. И вот примерные задания, которые представлены. Ну, здесь как бы решение, чтобы показать, нужно писать. Это все-таки математика. Как бы на словах будет очень трудно объяснять, как решаются такие задачи. Ну, например, давайте вот задача первая. Вот попробуем на словах объяснить. Просят упростить выражение. Сумма корней, под корнем написано квадрат каких-то выражений. Вот если у нас квадрат стоит внутри корня, то квадрат и корень квадратный формально как бы сокращаются, но при этом остается модуль возникает. То есть возникнет модуль, первый будет под корнем 5 минус 4, плюс второй модуль под корнем 5 плюс 4.
То есть корни исчезли, остались модули. Теперь дальше раскрываем модуль. Первое выражение подмодульное, корень из 5 минус 4, это выражение отрицательное, потому что 4 больше, чем корень из 5. И поэтому этот модуль вы убираете, но перед скобками, заменяете на скобку, перед скобками ставите знак минус. Второй модуль положительный. Точнее, не сам модуль, а подмодульное выражение, потому что корень из 5 плюс 4 величина положительная. А здесь вы просто модуль убираете. И, соответственно, получается, что первое выражение со знаком минус впереди, второе выражение без изменений. И если вы откроете скобки, там корень из 5 в первом и во втором выражении сокращаются просто. В первом выражении останется 4, во втором выражении 4 остается. Ну и суммарно получается 8. Это у нас четвертый вариант ответа. Вот каждому заданию представлены 4 варианта ответа, только один из них правильный. Вот выбираете только один правильный вариант. Это вот примерные задания. Ну и дополнительные материалы, где вы можете найти. Вот есть Центр современных математических исследований Республики Башкортостан. Вот сайт на экране представлен. Заходите туда, и там представлено очень много материалов. Вот смотрите, изучайте, готовьтесь. То есть вот дополнительно что-то вам как бы искать не требуется. Можете там все посмотреть. Центр современных математических исследований Республики Башкортостан. mathcenter.rb.ru. Вот конкретные разделы вот и ссылки на YouTube канал представлены. Это не все материалы, только часть. Заходите, смотрите, изучайте. Ну и вот контакты представлены. Вот если у вас какие-то вопросы возникают, вот можете писать туда, задавать вопросы. Спасибо за внимание. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмулы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете
первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.